Постоянные репетиции, премьеры, гастроли у сотрудников Крымско-татарского театра – важная задача – сохранить первозданный колорит народа. Началось все во времена крымских ханов в XIV-XV веках. Спектакли ставили в дворцовых двориках. С тех пор театр стал неотъемлемой частью крымско-татарского народа. В конце XIX века на страницах газеты «Терджиман» часто публиковались афиши национальных спектаклей. Они привлекали внимание как крымских татар, так и греков и караимов. Но первое собственное здание у театра появилось лишь в начале следующего столетия. С помощью Исмаила Гаспринского в Бахчисарае 14 октября 1901 года открыл свои двери Крымско-татарский театр. Пьесы выбирали абсолютно разные, от крымско-татарских до восточных, от русских до английских классиков. После трагических событий в 1944-м театр приостановил свою деятельность. Современный крымско-татарский театр возобновил свою работу спустя 45 лет. Сейчас он находится в Симферополе и по-прежнему считается единственным в мире. Сегодня здесь представляют спектакли на двух языках – родном и русском. Вот у нас Николай Васильевич, да, Гоголю мы поставили «Женитьбу». Он на двух языках у нас идет. Евлениух мы называем его на татарском для нашего зрителя и для фестивалей, и «Женитьба» для гастролей. Результат более чем успешный. Холл театра украшают многочисленные премии и награды. Работают в разных жанрах – драма, трагедия, сказка. Особенно зрители полюбили комедии. Это колорит крымско-татарский, настолько глубокий. На русском языке есть вещи не сыграешь. То, что можно сыграть на крымско-татарском языке, это крымско-татарский колорит. Это спектакли, где духовно-нравственные ценности, они очень глубокие, они затрагивают, они воспитывают, они учат. Сотрудники театра планируют ставить пьесы не только мировых и народных классиков, а также инсценировать произведения современников. Это «Не из этого мира» пьесу мы будем ставить «Миллионер». Опять-таки для чего? Это тоже репертуарная политика, для того, чтобы привлечь наших писателей, чтобы они тоже притянулись к нам, чтобы они писали для нашего театра, чтобы у нас появился наш писатель. На сцене театра национальной культуры много молодых актеров. Каждый из них вносит огромный вклад в развитие народного искусства. Скоро театр своим талантом украсят даже самые маленькие актеры. На сегодняшний день, да, еще детских ролей нет. Но мы работаем над тем, осталось только узаконить юридически, над тем, чтобы кружок на базе нашего театра начал работать. Сейчас Крымско-татарский театр готовится к очередной поездке. В Грозном пройдет фестиваль. Уже в июне в стенах этого здания отпразднуют 30-летний юбилей возрождения Крымско-татарского театра на родине. Фатиме Сейдометова, Ленара Реджепова, Магомед Нестуров, Дмитрий Низовой, телеканал Милет.